Выходит научный доклад. На этой конференции 10-12 октября прошлого года проходит конференция, и есть момент, один из всего доклада. Весь доклад я буду разбирать понемногу, когда дочитаю. Он в 3 версиях, он английский, русский и грузинский. Чтобы было понятно, еще раз говорю, меня не волнуют отношения грузин с ингушами. Взаимосвязи не волнуют, родственные отношения не волнуют. Если друг друга там женились, вышли, это я вообще, у меня на канале этого нет, вы видели, да? У меня есть взаимоотношения с грузинами, чеченцев и грузинов, это одна тема. Там песни поют, общаются, дружат, это наша тема. А если такая же тема происходит, там, допустим, взаимоотношения и так далее, там, с ингушами, я туда не вмешиваюсь. Но при одном условии. Если даже при общении с грузинами не затрагиваются чеченцы, нохчи. И как вы думаете, смогли ли наши достойные представители на конференции в Грузии 10 и 12 октября обойтись без, конечно же, обойтись без названия чеченцев? То есть не затронув нашу нацию, не затронув наш народ. Конечно же, нет. По вопросу, пока мы ремарку сделаю, по Даифу мы ответим после этой конференции. На ролик Даифа я тоже отвечу вам. Сделаю небольшие, как говорится, комментарии к данному ролику нашумевшего Даифа и так далее. Итак, документ, который написан, точнее, зачитывался и принят на конференции в Грузии. Итак, это только один из пунктов, который я взял. Один пункт. Вполне возможно, я до конца еще с документом, как говорится, не ознакомился, только бегло, но я его еще осмотрю, и мы его разберем в дальнейших эфирах. Итак, внимание, все слушаем внимательно. Освободилось. Как бы его так. Угу. Всем слышно? Хорошо звук идет? На основании этих данных предполагается, что чеченцы – это ингуши, запятая, ушедшие в поисках лучшей жизни, на равнины и смешавшиеся там с другими степными пришлыми на Кавказ народами. Первое оскорбление. Первое оскорбление. Ушедшие от ингушей, то есть ингуши где живут, и какие у них жизненное пространство, и в каких горах они живут. Там и рядом не стоял ни Итум-Калинский, ни Галанчорский район, который намного красивее. Но мы ушли от ингушей, то есть получается мы ушли или из Джайраха, или там из Таргима, откуда там они. Оттуда, походу, получается, мы ушли. Ушли мы на равнины. И там смешали. Это доклад. Это научная конференция. Это доклад. Это Грузия, Тбилиси, октябрь месяц, 10-12 октября 2024 год. 2024 год. Дальше зачитываем. С пришлыми на Кавказ народами. Этимология так объясняют Дальше слушайте. Этимологи так объясняют самоназвание чеченцев. Как слово «нахче», запятая, состоящий из 2 слов ингушского «наха», чужой, чужое, и «че», внутреннее, живот. То есть выношенное в чужих животах. Второе оскорбление. Второе оскорбление. Я зачитаю вам фамилии людей, которые присутствовали на этой конференции и были ответственны. По крайней мере, здесь они стоят. То есть чеченцы на ингушском языке, они утверждают, раз они подготовили этот доклад и выступали с этим докладом,
выношенные в чужих животах. Нехаче. Этот вопрос мы тоже разберем, что же говорит ингушский словарь на самом деле. Но это чуть позже. А сейчас я вам зачитываю официальный документ. Эти люди утверждают, что мы ушли от ингушей. Это в Грузии, Тбилиси, где их не спрашивают о чеченцах. Их спрашивают только, они должны были там свои взаимоотношения с ингушами, с грузинами между собой налаживать, не затрагивая чеченцев. Это не касается, там нету ни одного чеченца, который мог бы дать ответ этим тупорылым, узколобым ученым, которые якобы это накатали, нарнийского происхождения. Они пишут, что мы ушли от ингушей, на равнине смешались с разными народами, степные, нет, не с разными даже, именно степными народами. Это получается нагайцы, калмыки, кумыки, кипчаки, то есть все степные, степняки, кочевые племена. Ладно, я как-нибудь постараюсь сдержаться. Не хочу переходить на личности, то есть чтобы не оскорбить этот народ. Внутренний живот, то есть выношенные в чужих животах. То бишь, третье оскорбление оталденду бахца нахчикам. Нахчикам оталденду. Вот так он пишет, они пишут, я цитирую, прямой цитирую, в скобках написано внутренний живот, то есть выношенные в чужих животах. Кавычки закрываются. Некоторые доморощенные этнографы утверждают, это те войнохиты, которые называют, мы братья, ингуши, чеченцы, мы все братья, всегда должны быть вместе. Более-менее бючбеш. То есть это самые сильные советские ученые, которые это говорили. Посмотрим, что они о них говорят. Некоторые доморощенные этнографы утверждают, что ингуши и чеченцы один народ. В этом случае, слушайте дальше, в этом случае, это оскорбление уже идет этнографов, но ладно, это мы оставим их. В этом случае есть опасность поглощения одним этносом другого, то есть, что чеченцы хотят поглотить другого. Но это не заканчивается. Эта теория содержит латентную энергию, способную вылиться в открытый конфликт. То есть, если мы попытаемся, неважно, что мы не пытаемся, поглотить ингушей, то они начнут воевать бахцу. Если я правильно понял. Открытый конфликт как может быть? Открытый конфликт — это война, кровопролитие, если я правильно понимаю. Это на научной конференции. Я вам зачитываю. Книга есть, документ есть. Не от себя, я вам зачитываю, цитирую. Только небольшие выдержки из этого. Дальше смотрим. И вот очень сильно, как они подводят. Открытый конфликт. Точка. Слушайте дальше. Отрицание русскими существования украинцев как отдельного народа послужило поводом агрессии против Украины. Они поехали в Грузию и утверждают там, что начавшийся конфликт между Россией и Украиной является причиной того последствия, что русские не признают украинцев как народ. Я, честно сказать, большего дебилизма не слышал. Да, там могут спорить какие-то политологи и историки, но основание данного конфликта не является, что Россия не признает украинцев. Она их признала еще в 90-е годы. Как она их не признает? Я не знаю. Причем тут, то есть они говорят, вот то, что было между русскими и украинцами, война, вот часто идущая, может то же самое произойти, я так понимаю, это, они говорят, открытый конфликт, они имеют в виду это.
Может послужить то же самое, что чеченцы начнут воевать против ингушей. Более тупого заявления я, конечно, не слышал. С учетом того, что среди ингушей огромное количество, большое количество чеченцев, а также, которые себя считают не чеченцами и не ингушами, уарсхвай, частично кто-то из там, которые проживают в Ингушетии, которые себя называют войнахами мелхи, которые не будут участвовать в данном конфликте. О каком открытом конфликте между одним и тем же народом, Нокчи, Алла, без разницы, называйте как хотите, может идти речь ради вот таких вот чуркигеков. Ладно, это я еще раз повторюсь, это небольшая выдержка. Симпозиум, и заканчиваю, я просто не полностью, я сказал вам, в каждом эфире мы будем понемногу разбирать то, что там наговорили на симпозиум, организованный Ингушским культурным центром город Тбилиси, прошел 10-12 октября в здании Тбилисского государственного университета. То есть вот эти вся байка, чушь про чеченцев, выношенные в чужих животах, смешанные с степняками, они рассказывают в Государственном университете Грузии, там, где преподаватели, ученые им рассказывают. Причем данный документ в 3 версиях: английский, русский и грузинский. Если они даже не понимают на русском, молодежь, более старшее поколение еще знает русский язык, то они могут прочитать в любом случае или на английском, или на грузинской версии. И потом уже грузины скажут: вот ваши так называемые братья, которых вы называете единым народом, сказали, что вы полукровки, выношенные в животах кипчаков. А не этим же кипчакам, нагайцам, калмыкам вы пишете в день депортации или скорбной даты: наши братья нагайцы и калмыки, мы скорбим вместе с вами. Не кажется ли вам это лицемерием? Даже если бы это было бы так, то есть когда чеченцы с ними якобы смешались, это оскорбительном тоне, а когда вы им пишете признание, вот, мы скорбим с вами, мы братья, мы вас понимаем, не стыдно? Да нет, не стыдно. Таким, как вы, не будет стыдно. Один кусочек по конференции я вам прочел. Вопросы по данной тематике вы можете задать. А сейчас мы начнем. Я вам сказал, это перевода на... Как они... Что, подождите, чтобы не было огульно, еще раз повторю. Нахче, состоящий из 2 слов, ингушское наха, чужой, чужое, и че внутреннее, живот, то есть выношенное в чужих. Зайдем в ингушский словарь. Он у нас тоже есть, благо у нас есть все, как мы люди. Ну, посмотрим, как хорошо же знает. Да, кстати, я обязательно зачитаю вам с документа, кто это сказал и кто был на данной конференции. Так, смотрим. Я не поленился и думаю, проверю-ка я, как же на самом деле написано. Так, захожу, ингушский словарь, смотрю. Так, заметьте, на хаче написано там. Н-А-Х-Ч. На хаче. Чтобы было понятно. На хаче. 6 букв. В ингушском словаре. Так, здесь написано. Так. 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 Чужеземка, кеч мягкая калсак. Чужой, чужая. Чужое. Чужой, чужая, чужое. Н, А, мягкий знак, Х, А.
Няха. Не, а, мягкий знак, ха. Няха. Не наха, а няха. Написано. Не вещи, не хумнаш, письмо не кехат под именем неха. Церга не края. То есть уже первое не совпадает. Наха и няха. Разные души. Как там написано, там должно быть четко было написано, если это так. Ладно, это оставляем. Дальше смотрим. Что же дальше написано? Что же обозначает? Живость. Ж. Кадай сетем боцуш хилар. Живот. Мужское. Че. Чик. Чурш. Лежать на. Бертала алла. Надорвать и так далее. Че. Чик. Чик. Чуреш. Обозначает на ингушском, они говорят. Это этимологический словарь. Смотрим дальше. Как же пишется, я специально проверил, как же пишется на ингушском языке чеченцы, чеченка, мужского и женского рода. Няхачи или нехчи, как некоторые пытаются, или нохчелг, или кюпчелг. Смотрим на ингушско-русский словарь. Написано чеченец, мужчина, нохчо, все. Чеченка, женская, нохчо, калсак в скобках, чеченская, чеченское, нохчи, ингушский словарь. Чеченцы множественный, нохчи, никакой, ни няхчи, ни нехчи и так далее и тому подобное. Ничего подобного в ингушском словаре, в котором написали грамотные, образованные люди, нет. Но Султыгов, Сереждин и как его, этот доморощенный ученый, Хамзат Косто, кажется, они в этом докладе, или присутствующие, по крайней мере, не знаю, кто подготовил доклад, но они ответственные, там описаны, они это русско-ингушский словарь, Эрси Галга словарь. Вот, официальный документ написал И.А. Оздоев, редакция Оздоева, Куртиев, Эрси, Москва, Эрси Мо, 1980 год, 40 тысяч дуаш, 40 тысяч. Смотрим дальше. Я вам название книги показал, вы можете посмотреть и книгу саму, там никаких проблем нету. И это еще не все. Смотрим дальше. Что же дальше? Так. Угу. Жван, так. Так, жбан, хаба, жва. Что же обозначает, я уже разделил слово само нох, что обозначает на ингушском языке. Нох, жевать, ингушский, запомните, я про ингушский словарь говорю. Нох, жевать, вайок, нохдакар, у нас тоже обозначает оно жевать. Жевать, окая зинду, сигаз ауша, ну и так далее и тому подобное. Дальше смотрим, нох, Бога, Нохдакар, жевать Бог, ну, на самом деле на ингушском языке. Если бы те, кто делал доклад, сделал бы правильный доклад, это получилось бы достоверный перевод этого слова на ингушский, если они делят его на самом деле, пытаются раздробить и оскорбить нас, они должны были правильно сказать так. Смотрим дальше. Отважный Майрет Дюнала, Долу Воин, Майрет Эмло и так далее. Смотрим Нох. Что обозначает? Плуг на ингушском языке. То есть саха, плуг. Вторая версия слова нох. Нох. Дальше смотрим, что же еще обозначает нох на ингушском языке. Нох дакна сигаз аушна. Жевать жвачку, это уже в другом месте. Переживать. Пережевывать написано. Нох дакна. Смотрим дальше. Нефтяник, сила, нефтхо. По-чеченски нохчеша, почетный, почетная.
Нохчашха. Нохчашха. По-чеченски наречие. Здесь написано почечный, почечная, почечное. Это на ингушском словаре. Что еще обозначает? Нох. Сохнуть. Женское. Бах, соха. Ну, нох, соха. Это я тоже говорил вам. Смотрим, что же обозначает живот на ингушском языке. Официальный сайт Dash.org ингушский говорит, что на ингушском языке чужое няха. Н-А-Э, Н-А мягкий знак, Х-А, няха. Чужой, посторонний. Слушайте, чужой няха, а чужой посторонний хира. Это этимологический словарь ингушского языка. Живот. Как же на ингушском языке живот? Это сказал Чи в докладе. На самом деле гиг. Живот гиг. Выношенный в чужом животе, как вы говорите, получился няхагига. Но мы не относимся ни к каким няхагигам. Мы, как вы в своем же словаре четко отмечаете, являемся нохчи. И только оскорбляющий человек называет чеченцев нохчальги, кюпчальги, хотя кюпчи мы все знаем прекрасно, кто это написал. Вот весь этимологический словарь ингушского языка. И кроме одного случая в одном месте, чи одно обозначает внутренности, чоку, одно только подтверждение. Остальное, то, что написали в научном докладе, абсолютно не является достоверным. Итак, под этим научным докладом записаны люди. Я хочу, чтобы было понятно. Зачитаем их. Страна должна знать своих героев. Они организационный тейм написано. Сираждин Султыгов, Марьям Бехичвили, если я правильно прочитал, Безешвили или Бехишвили, Хамзат Костой, Христо Мамишвили, Кетиван Кухоташвили. Вот люди, которые задействованы в данной работе. Ну, грузины, я думаю, это те люди, которые перевели на грузинский и английский язык. А вот что касается русской версии, я думаю, наших героев вы должны